Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня у нас очередной доклад. Снова помучаю вас цифрами. Подтвержденных вектором заболеваний остается прежним 208 случаев. При этом сразу хочу сказать, что идет накопительное число на подтверждение, и мы это видим по первичным случаям. Первичные случаи у нас выросли. Сегодня их стало 406 против 369 вчера. То есть выросло на 36. Поэтому в ближайшие дни мы ожидаем от вектора сразу пакет подтвержденных случаев, и он может составить около 100 случаев. Поэтому не пугайтесь, если мы завтра с вами услышим цифру к этим 208 случаям, подтвержденных вектором, окончательно плюсом до 100 случаев. Это вполне объяснимо, и мы примерно такую цифру ожидаем. Мы, как я вам и говорил, начали тестирование не только обычным методом ПЦР, но и начали тестировать методом прямого теста, скрининг-тест. Мы получили 10 тысяч тестов, и сейчас эта работа начинается там, где идет прямое обращение. Это в поликлиниках на приеме, это в скорой помощи, когда выезжают на оказание бригады скорой помощи, на оказание медицинской помощи по вызову. Это и в группы риска. И, конечно, мы ожидаем за счет этого прямого тестирования дополнительного выявления. Как я объяснял, для нас это важно, не критично, потому что мы за счет этого сформируем группу. Она у нас сегодня, мы с вами уже говорили, более 3700 человек. Она подрастет, безусловно, но это важно для нас, как я говорил, для того, чтобы мы приняли следующий шаг. А именно провели медикаментозное лечение, профилактическое лечение, чтобы не допустить тяжелых случаев. Продолжаем работу по наращиванию потенциала, это и приобретение СИЗОВ, а самое главное и аппаратов ИВЛ. Значит, опять же несколько цифр. У нас сегодня все аппараты ИВЛ работают, у нас есть запас. Сегодня нет проблемы с тем, чтобы при необходимости подключить человека на ИВЛ. Но, тем не менее, мы готовимся, как я вам рассказывал, все-таки к худшему сценарию. И для этого нам нужно к тем 70 аппаратам ИВЛ, которые у нас в заявке, и которые до конца апреля придут, нам нужно еще дополнительно 100 аппаратов. Каким образом из этой ситуации будем выходить в ближайшее время? Я сегодня-завтра проведу с крупным бизнесом переговоры с тем, чтобы привлечь их финансирование для прямого приобретения вот этих недостающих аппаратов ИВЛ, помимо государственного задания, которое у нас есть на приобретение у единственного поставщика. Продолжаем переучивать врачей и медсестер. Вот то, о чем я вам говорил, мы бросили клич и откликнулись и врачи, и медсестры другого профиля, не реанимационного, которых мы в течение этой недели и последующей будем продолжать переучивать и готовить бригады под необходимость развертывания дополнительных коек. По экономике. Значит, мы сегодня провели встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрием Александровичем Калмаковым и обсудили ряд мер, которые направлены будут на улучшение предпринимательской активности и вообще на улучшение работы и жизни бизнеса. Первый пакет мер, вы как знаете, мы уже определили и деньги на него выделили из бюджета республики, это более 470 миллионов рублей. Второй пакет мер мы сегодня как раз обсудили с Юрием Александровичем, и он внес очень дельные предложения по снижению, в том числе и налоговой ставки. Мы это обсудим, и в ближайшие дни я вам об этом доложу. Все, что будет возможно по снижению и облегчению жизни предпринимателей, мы обязательно предпримем.
Юрий Александрович во время беседы высказал очень интересный такой посыл, предложение от бизнеса по доставке продуктов питания и в данном случае готовых продуктов, готовой продукции для дополнительного обеспечения питания работников, врачей, медсестер, работников скорой помощи, работающих непосредственно вот на очагах. Конечно же, мы такую помощь принимаем с благодарностью, поэтому спасибо большое всему бизнес-сообществу, которое идет навстречу в это непростое время. По смягчению ограничительных мер и для расширения работы предпринимателей и бизнеса. Снова этот вопрос обсудили. Подготовим проект указа, еще раз его обсудим со всем сообществом, в том числе и с Роспотребнадзором, для того, чтобы этот пакет снижения ограничительных мероприятий был всеми согласован. В первую очередь туда попадают те направления деятельности, которые не связаны с большим количеством людей. Это строительство, это перевозка и заготовка леса, это сельское хозяйство, растениеводство. И особенно то, что связано сейчас с полевыми работами, в том числе и с индивидуальными. Это и семена, и продажа семян и так далее. То есть то, что непосредственно нужно и важно уже завтра. Вот на сегодняшний день, пожалуй, все. Мы продолжаем работать, не только работать над победой над коронавирусом, что, в общем, сегодня очень важно, но и над тем, чтобы как завтрашний день был наиболее благоприятный для развития и бизнеса, и для развития республики в целом. Спасибо большое, берегите себя. Режим самоизоляции продолжается, поэтому без надобности, без острой надобности из квартир, из домов не выходите. Режим самоизоляции – это самая сегодня действенная мера борьбы против коронавируса. Будьте здоровы, всего доброго.